Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители телеканала «Новый век». Вы смотрите дискуссионное ток-шоу «Наша республика. Наше дело». И вновь в фокусе нашего внимания важная и актуальная тема. Татарстан на пути к единому дню голосования. С 11 по 13 сентября пройдут выборы президента Республики Татарстан, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Республики Татарстан. О политической культуре Татарстана, о нашем конституционном праве выбирать и быть избранным сегодня в новом выпуске ток-шоу «Наша республика. Наше дело». И я представляю наших уважаемых спикеров. Зиля Рахимьяновна Валеева, председатель Общественной палаты Республики Татарстан. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Станиславович Кондратьев, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Добрый вечер, Андрей Станиславович. Добрый вечер. Галина Викторовна Морозова, заведующий кафедрой связи с общественностью и прикладной политологии Казанского Приволжского федерального университета. Добрый вечер. Виктор Владимирович Сидоров, доцент кафедры политологии Казанского федерального Приволжского университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Также в нашу студию приглашены Алексей Сергеевич Мухалев, глава Спасского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. Добрый вечер. И Павел Николаевич Соломонов, региональный координатор общероссийского общественного движения «Корпус» за чистые выборы в Республике Татарстан. Я представила вас всех. Огромное спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Андрей Станиславович, этот сентябрь для Татарстана очень жаркая пора. Несколько избирательных кампаний, выборы президента республики, дополнительные выборы в Государственную Думу и Государственный Совет, выборы муниципальных образований. Как вообще, в чем особенность в избирательной кампании 2020? Ну, наверное, начнем с того, уважаемые коллеги, кто присутствует, уважаемые избиратели. Мы живем весь этот год, во-первых, под эгидой большого праздника, столетия образования Татарской ССР. Мы понимаем, что мы живем уже в другой реальности, и коронавирус сделал все для того, чтобы мы на каждом этапе, во всех сферах нашей жизни это прочувствовали. И избирательная кампания здесь в этом плане не исключение. Я скажу, что мы тоже чувствуем, что эти выборы, они юбилейные, поскольку именно 100 лет назад выбирались первые депутаты на съезд Советов Татарской ССР. И мы понимаем, что тогда были другие выборы. И тогда не было во многом ни тайного, ни всеобщего голосования. И классовые моменты очень четко соблюдались. Сейчас мы живем в другой реальности. И мы понимаем, что вот тот опыт, который мы приобрели 1 июля, и какое общероссийское голосование было проведено, и с каким результатом, и с какие технологии были отработаны тогда, мы с этим входим в очень непростую избирательную кампанию. Это прежде всего самый важный выбор президента Республики Татарстан, выбор депутата Госдумы Федерального собрания по Нижнекамскому округу, выбор депутата Госсовета по Елабужскому округу и, безусловно, самая массовая избирательная кампания наших депутатов муниципальных образований. 7656 мандатов, на которые претендовали 12 029 выдвиженцев, а сейчас уже можно сказать, что 10 959 кандидатов принимают участие. И вот я скажу, что на каждом этапе она у нас будет уникальной, эта кампания. И самое главное, чтобы создать все условия, чтобы она была, во-первых, безопасной для нашего избирателя, чтобы избиратель в это поверил еще раз и пришел на избирательные участки, и чтобы она была для избирателя удобной. А то, что она будет уникальной, подсказывает нам все, что мы наработали 1 июля, в частности, вот Зиля Рахимьяновна по поводу общественной палаты. Это уникальный опыт общественных наблюдателей наших на участках. Сейчас уже будет другой опыт. Сейчас будет другой опыт. У меня вопрос, Андрей Станиславович. 3-дневное голосование. И в чем необходимость именно 3-дневного голосования? Ну, во-первых, это уже закон. Закон, который подписал президент Российской Федерации, он вступит в силу со следующей избирательной кампанией депутатов Государственной Думы Федерального собрания. Пока законодатель принял позволяющие нам нормативы, которые положение приняла Центральная избирательная комиссия, и мы проводим 3 дня. Вернее, день голосования это 13-го и 2 дня досрочного голосования 11-12 сентября. Мы понимаем, что прежде всего
это безопасность. Прежде всего, это здоровье всех участников избирательного процесса. Это избиратели, членов участковых избирательных комиссий свыше 22 тысяч, это 2806 участковых комиссий, 65 территориально. Мы понимаем, что мы не можем себе позволить в этой непростой эпидемиологической ситуации допустить одновременного присутствия определенного количества избирателей на участке, поэтому эти потоки, мы надеемся, за счет удобства будут разведены, ведь это выходные. Мы знаем, как наши татарстанцы любят дачи, отдых за городом, то есть кто-то уехал в пятницу, кто-то приехал с дачи и в воскресенье проголосовал. Это удобно. Понимаете, я вот сегодня только приводил пример, зашел на обсуждение форума в один журнал и рассчитывал, ну, сейчас все будут против трехдневного голосования. А там 90% откликов, что люди действительно считают, что это удобно. А какие вот у наших оппонентов аргументы? Только один аргумент, что мы на 3 дня не сможем наблюдение обеспечить. Ну, извините, если у вас большая партия, уж на 3 дня, если мы 7 дней провели 1 июля, то здесь это можно так распределить. Тем более, что ЦИК Российской Федерации сделал все, чтобы и резервные списки зарегистрировать, и чтобы дать возможность меняться на избирательных участках. Это все сделано. И еще один момент отмечу, свойство трехдневного голосования. Теперь те же самые наблюдатели, даже находясь на участках, они могут не просто находиться и наблюдать, они могут анализировать ситуацию. То есть время для того, чтобы действительно определиться с этим вопросом. И я считаю, что вообще, если уж и на законодательном уровне этот вопрос решен, надо привыкать к новой реалии, и трехдневное голосование – это удобно и безопасно. Спасибо огромное. Зельфира Химьяновна, Общественная палата Татарстана и политические объединения республики. Насколько корректными и продуктивными были взаимоотношения этих институтов гражданского общества в период избирательной кампании 2020? И каким будет общественный контроль с 11 по 13 сентября со стороны Общественной палаты? Потому что Андрей Станиславович сказал сейчас, что большое количество наблюдателей. Пожалуйста. Во-первых, надо сказать, что у нас уже есть опыт совместной работы с партиями, потому что вот на голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию мы были инициаторами подписания соглашений, и на наше приглашение откликнулись тогда 6 партий, которые вместе с нами работали в наблюдении, и мы все списки, которые нам направляли эти партии, все списки общественных движений, а их было 40 различных организаций, НКО, и еще мы принимали личные заявления граждан, практически, ну не практически, абсолютно точно информация, ни одному человеку не было отказано. Все желающие работали в этой важной, ответственной работе. И нам очень понравилось, что настолько был широкий круг вовлечен в наблюдение. И это на самом деле, мне кажется, способствовало тому, что мы по итогам этого голосования с достаточно высоким уровнем доверия вышли друг к другу. Сейчас на уровне уже по голосованию на выборах президента, депутатов Госдумы и Госсовета, муниципальных образований, на уровне Федерации и Общественной палаты России создан координационный совет, в который также вошли партии. Но я считаю, что у нас как бы эта координация, она может быть даже в более современной форме есть, потому что вот 4 августа мы на открытой впервые в период голосования до 1 июля онлайн-платформе избирателей Татарстана «Мой голос» провели первую конференцию, в которой приняли участие все партии. И вы знаете, даже тогда, когда мы обсуждали о наших взаимных обязательствах, о наших общих целях, потому что наша главная задача – обеспечить избирательное право граждан, сделать эти выборы максимально прозрачными, гласными, и в этом наши интересы абсолютно совпадают. И мы договорились, что наше соглашение, оно также базируется на принятии вот тех документов, которые
были разработаны общественные палаты. Это и золотой стандарт наблюдения. Мы в помощь можем предоставить и этот документ всем желающим. Есть кодекс наблюдателя, который также широко распространен как документ, и практически все, наверное, под ним подписались, потому что самое главное – это как бы, не мешая избирателям все-таки провести с соблюдением законодательства выборы. И вот в этой работе мы не стали создавать координационного совета, но это не означает, что мы не взаимодействуем. Мы, больше того, одна из партий тогда даже сказала, что вот мы, к сожалению, не сможем обеспечить наблюдателей на все участки. Почему важна участие общественной палаты? Потому что общественная палата по нашему законодательству до 2 наблюдателей направляет во все комиссии, имеет такое право. Это означает, что мы вместе работаем, независимо от того, есть у этой партии представители на этом участке, нет. Будут наблюдатели от общественной палаты. А общественная палата – это гражданский контроль, это общественный контроль, и поэтому, может быть, это будет еще и в помощь всем остальным, кто не сможет заполнить участки. Есть какие-то ограничения по возрастному? Нет, абсолютно. Абсолютно. То есть с 18 лет? На голосование 1 июля в связи с ограничением 65+, к сожалению, не смогли наши активисты из ветеранских организаций участвовать в наблюдении. Сейчас уже это ограничение снято, поэтому я думаю, что и они будут участвовать. Но мы очень дорожим тем, что тогда большинство молодежных организаций участвовало в наблюдении. И у нас из общего числа наблюдателей, а их было 16 тысяч, более 16 тысяч, 25% это были молодые люди. Это бесценный опыт работы на политической кампании. Хорошая цифра. Это срез молодежных организаций, начиная от волонтеров Победы, экологи, работающие в других организациях по патриотическому воспитанию или в сфере поддержки талантов. То есть это очень такой широкий срез общества. Очень хорошо то, что такое количество молодежи, потому что это на самом деле будущие члены участковых избирательных комиссий, которые сейчас в роли наблюдателей набираются опыта. Это даже, я вам больше скажу, это новый тренд. Это очень фактически выходящий на первый план. Когда говорят, камеры везде ставить в видеонаблюдения, всего так. Это, вы знаете, это уже вчерашний день. Вчерашний день. Как раз, когда присутствуют такие замечательные наблюдатели, хочу и общественной палате сказать огромное спасибо от имени Центральной избирательной комиссии. И ребятам, которые шли туда. Это ведь работа, огромная работа. 7 дней они на общероссийском голосовании были. Это лучшее наблюдение, это лучшая легитимность процесса, это лучшая открытость. Я считаю, что это стратегия развития всей избирательной системы, в этом развивать. И наша молодежь очень активно использует различные IT-технологии, телефоны, и проводит как раз же информирование наших граждан, что необходимо в день выборов, единый день, прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Канал для общения молодежи к управлению делами общества. Мы ищем пути, а они уже нашли и реализуют. Спасибо. Зильда Химьяновна, в федеральной прессе достаточно активно обсуждается вопрос о назначении наблюдателей только через общественную палату. И также в центре внимания предложение отменить День тишины и ваше отношение к подобным инициативам. Что касается оставить за общественной палатой эти полномочия, только за общественной палатой на выборах, я думаю, что тут могут быть разные подходы, и я их вижу, и партии по-разному к этому относятся. Но абсолютное большинство склоняется к тому, что все-таки пока нет законодательства, нет изменений в законодательство, очень важно работать не вместе, а не вместо. Не вместо партии, а работать вместе. Механизмы могут быть абсолютно разными. Какие мы продумаем, у нас общая онлайн-платформа, да?
Могут быть иные варианты, могут быть координационные советы. Но ко всем комиссиям, к другим структурам люди с большим недоверием относятся. Все-таки главная задача и как бы перспектива этого движения к еще большей открытости, к еще большей гласности. И вот в этом, мне кажется, у нас вполне своя такая уже тарится дорога, и вот нам, наверное, надо идти именно по этому пути. А что касается, значит, там были и оппоненты, которые, что вот нельзя, значит, единым администратором оставлять общественную палату. Вот общественная палата – это не администратор, это модератор, возможно, работы наблюдателей единой, но ни в коем случае не администратор. Хочу сказать, что не только мы обмениваемся с регионами, практически нигде никаких фильтров, наоборот. Учеба, подготовка наблюдателей всех, которые заявлялись максимально. Каждый желающий может обратиться больше в мы по этой палату. линии открытости движемся дальше, потому что вот на эти выборы, они особенно ответственные для нас. Мы выбираем президента нашей республики. Мы решили пойти дальше. Вот завтра у меня первая встреча. Мы в качестве наблюдателей для работы в мобильной группе приглашаем блогеров. Более 100 блогеров будут подключаться в этом году к избирательной кампании. Это серьезные коммуникаторы, у них за каждым из них огромная аудитория, она разная, эта аудитория, и нам очень важно вот всех, начиная от тех, кто занимается спортом, или молодые мамы, или люди, которые контентным образованием занимаются, чтобы они все с интересом участвовали, и мы даже не ожидали, что действительно это такие инициативные люди, всерьез интересующиеся. И вот завтра у нас будет и первая встреча, и учеба, потому что наблюдателей, конечно, надо готовить. Главные выборы Татарстана в 2020 году – это выборы президента республики. О том, почему всем нам необходимо пойти на голосование и воспользоваться своим конституционным правом, высказались наши народные эксперты. Смотрим блиц-опрос. Скажите, пожалуйста, вы пойдете голосовать на ближайшие выборы с 11 по 13 сентября? Да, пойду. Скажите, почему так важно сходить и проголосовать? Это ваша гражданская позиция? Да, это моя гражданская позиция, потому что, ходя на выборы, мы определяем наше будущее. А почему нам важно сходить и проголосовать, как вы считаете? Потому что мы социально активные граждане, мы должны выбирать, кто правит. Да, чтобы выбрать хорошего президента. И чтобы у нас было все хорошо складывалось в стране, в России, в Казани в частности. Ну как это? Это наше будущее. Скажите, пожалуйста, вот пойдете голосовать на ближайшие выборы с 11 по 13 сентября? Я уже давно не голосую. Я в правительство вообще не верю. Мы, пенсионеры, вообще самые незащищенные. Получаем копейки, и надо еще как-то жить. Ну почему бы тогда не сходить и не проголосовать за того кандидата, который наладит вашу жизнь? А толку-то? Все подтасуется, и все будет так, как они хотят. Вот и все. А почему нам важно сходить и проголосовать, как вы считаете? Нужно показать свою поддержку своему выбору, гражданскому долгу. Чтобы все было хорошо. Для нас многое хорошее. Город нам нравится, да. Руководитель а тоже. город мы свой любим. Надо обязательно. Ну, представьте, я не пойду, и это не пойдет. И все равно не выберут. Потом по новой будет это голосование. Это все равно президент, он должен быть. Но я считаю, что это гражданская позиция, нужно выполнять свой гражданский долг. Ну, вот такие приятные отзывы от жителей Республики Татарстан, конечно, бывают разные, поэтому у нас процентов и явка не 100%, все-таки меньше, но большинство пойдут голосовать. Азиля Химляна, хватает ли жителям республики информированности и политического опыта для того, чтобы сделать осознанный выбор? И не в последний момент на избирательном участке, а в течение всей избирательной кампании? Вот то, что сейчас этот блиц-опрос показывает, да, на самом деле остается только порадоваться даже его результатам, потому что в какой степени активная, осознанная, сознательная к большому событию, относящееся к политическому, активное гражданское общество в республике. Поэтому я думаю, что
вот именно у нас в республике, которая уже не одни выборные процессы проходила, имеет опыт значительных проведения мероприятий и активной вовлеченности граждан во все эти серьезные работы. В том числе избирателей. Да, и избирателей. Я думаю, что это наш главный гарант того, что люди информированы и люди интересуются. Можно даже посмотреть вот по рейтингам просмотров тех же наших вот онлайн-форумов. Поэтому я думаю, что информированность все-таки достаточно, и в том числе благодаря тому, что у нас и средства массовой информации серьезно работают. По крайней мере, вот когда приезжали наши коллеги из Общественной палаты Российской Федерации в первые, вот в период на 1 июля голосования, они вот такую мобильность республики отмечали. Спасибо. У меня вопрос, Виктор Владимирович, вам. Что, по вашему мнению, представляет собой современная политическая культура в Татарстане? В каком направлении нам дальше двигаться? Какие институты развивать? Что изменить? С чего необходимо брать пример? Пожалуйста. Понимаете, политическая культура – это вещь, которая меняется очень медленно. Она состоит из традиций, ценностей, установок граждан. И она не меняется за месяц, за год. Это происходит годами, десятилетиями. Конечно, политическая культура региональная, Республики Татарстан, политическая культура меняется. Она отличается от политической культуры, например, Москвы. Других субъектов. Или там, Кавказа, Урала и так далее. У нас есть свои собственные особенности. Они отражают политическая культура отражает наше наследие. Мультиконфессиональность, мультиэтнический состав нашего общества. И, конечно, меняются поколения. Поскольку одно поколение уходит, приходит другое поколение, естественный процесс, от него никуда не уйти. И вы абсолютно правильно включили в процесс молодежь, блогеров и так далее. Это новая политическая культура, они другие. И никто не знает, что с ними делать на самом деле. Еще учиться и учиться с ними работать. Это вот новая часть, да, молодежная субкультура, потому что политическая культура еще из субкультуры состоит. Наша культура, она довольно активна, и просто цифры показывают, насколько наши люди вовлечены в политику, насколько высока политическая мобилизация, явка в частности, и насколько включена и современная молодежь, и насколько у нас сильны традиции участия, ну, в частности, конечно, в сельской местности. Мы это прекрасно знаем и видим по цифрам. Это, возможно, влияние советских традиций, когда выбор – это праздник. Ну, это и сейчас в какой-то степени праздник, во всяком случае, для нас. Не только советские традиции. Да, не только для советских. Во всяком случае, для политологов это точно праздник и возможность поработать на выборах, да, реализовать себя как профессионалов. Поэтому вот из этих кирпичиков мобилизации складывается вот эта общая картина. Конечно, в городе явка, она поменьше, но это нормально, это во всем мире так происходит. Почему? Ну, в городе есть чем заняться. В городе много соблазнов, много вещей, которые человека отвлекают. И сериал хочется посмотреть, и спортом пойти позаниматься, и есть какие-то свои бытовые дела. Вот поэтому трехдневное голосование, чтобы выбрать некоторое это время. Не мы изобрели. Вот это многодневное голосование, оно просто у нас ввели, но это изобрели. Большой международный опыт есть. Да, огромный международный опыт, потому что действительно это просто-напросто удобно для людей, кто хочет сходить проголосовать. В конце концов, кто-то же может действительно, заболел человек, да, и не дай бог, заболеванием, которое не будем вслух произносить, а так у него есть возможность, да, сходить проголосовать. Вот. Поэтому наша политическая культура, она меняется, она, может быть, не меняется по цифрам явки, зато она меняется качественнее, поскольку новое поколение, оно будет более вовлечено в политику. Молодые люди больше путешествуют, они больше осведомлены о том, как происходит политический процесс в зрелых демократиях, которые там многовековой опыт. Хочется также, стандарты очень высокие, и, собственно говоря, вот и Центральной избирательной комиссии, наблюдателям приходится этим высоким стандартам, собственно говоря, соответствовать. Но это и хорошо. Почему? Потому что выборы, они заставляют власть быть в форме. Это как тренировка. Нельзя расслабляться. Нужно хорошо выполнять свою работу, потому что ответственность и подотчетность обеспечится с помощью выборов. Поэтому мне кажется, то, что нужно развиваться, действительно, вот у нас правильный вектор развития в цифровую сферу, за этим будущее, IT.
Конечно, и электронное голосование, элементы какие-то нужно внедрять, и больше уходить в цифру, но не забывая о классике, потому что с цифрой есть определенные проблемы, потому что невозможно проконтролировать, нет еще отработанных механизмов, иначе давным-давно бы уже это все внедрили. Поэтому, не забывая классику и традиции, нужно и, конечно, формы голосования. Формы также внедрять. Спасибо. Можно я поддержу конечно, тоже коллегу в части того, что политическая культура меняется медленно. Больше того, мы мучительно отходим от своих стереотипов. Вот я посмотрела сюжет, когда было голосование на 1 июля. Дело в том, что наши южные регионы страны в это время была горячая пора уборки. И буквально участок для голосования разместили в поле, и во время обеда голосовали люди. И я помню слова одного трудяги, комбайнера, который подошел к микрофону и сказал: «Спасибо, что вы меня уважили. Вот у меня сегодня такие дни, я не могу оставить этот штурвал. Спасибо, что вы и мой голос учли, и спасибо, что создали такие условия». Вы знаете, он был так убедителен. Потом, когда я слышала разговоры о том, что вот в эти 3 дня или 7 дней, как это наладить голосование, и даже иногда от таких, ярких либералов слышать эти претензии было даже непонятно. Но в конце концов, демократия – это же обеспечение избирательного права, и демократия – это не обязательно строим всем в один день. Абсолютно. А вот создать удобства для людей, создать условия, да, и обеспечить контроль, безусловно, то, что, может быть, чаще всего вызывало сомнения. Впереди ведь на самом деле цифровая политическая система и эра. Тоже будем голосовать, и поэтому о чем говорить? Не назад же двигаться, и условия другие будут. И вот мы одновременно преодолеваем свои стереотипы, осваиваем новые, и, конечно, в этом смысле, спасибо, что поддерживаете, мы действительно заинтересованы в том, чтобы и молодое поколение вовлекать. А что касается политической культуры старшего поколения, у меня в них абсолютно нет сомнений. С 90-х годов в Татарстане пройдены такие этапы голосований по таким сложнейшим вопросам. Новые конституции принимались в республике. И всегда избиратели демонстрировали именно и грамотность, и объективность, и активное участие. Старшее поколение, здесь слов нет, потому что самые первые, кто приходит на избирательные участки, это, конечно же, старшее поколение, которые готовы отдать свой голос. Галина Викторовна, у меня вопрос вам, и Зиля Рахимьяновна вам. На выборах в муниципальных образованиях зарегистрировано, Андрей Станиславович говорил, что около 11 тысяч кандидатов, но треть из них женщины. Пожалуйста, дайте свою экспертную оценку по этому явлению. Согласны ли вы с тем, что женское лобби в татарстанской политике с каждым годом становится все более значимым, набирает вес? Пожалуйста. Я не могу с этим не согласиться, потому что действительно роль женщины... Правда, я не знаю, почему вы считаете, что я специалист по женщинам. Но я обращаюсь к женщине. Тем не менее, ведь еще в советское время очень много работали для того, чтобы женщин приобщить, сделать им действительно свободными. Поэтому это нормальный процесс, и нам надо в этом направлении еще очень-очень много работать. Вот то, что женщины выходят на политическую сферу, да. Я не думаю, что это, какая-то специфика нашей республики. Я думаю, что это просто результат очень большой работы в республике. Это первое. Во-вторых, я думаю, что это результат ответственности власти за то, что происходит в республике. И то, что наш регион входит в число лидеров, это просто так с неба не валится, это результат очень большой работы. И в-третьих, я думаю, что я хотела бы чуть-чуть прокомментировать по блиц-опросу. Да. То, что там есть люди несогласные, это еще одно подтверждение тому, что... наша вся процедура выборов, она прозрачна. Вот мы все показали.
Да, есть несогласие. Это нормально. А почему все должны быть одним строем, да? Это так. И не боятся говорить об этом. И не боятся Спокойно. говорить об этом, да? Никто их не преследует. Вот я так думаю, я так сказала, да? Вот и еще один, мне хотелось бы свою точку зрения высказать на вопрос, вот, который вы поставили в самом начале о специфике наших выборов. Я думаю, что здесь надо говорить даже не столько о специфике, сколько о том, что у нас в республике стали больше доминировать общие тенденции демократии. Понимаете, прозрачный выбор. Это действительно так. А что тут скажешь? Мы прекрасно используем цифровые технологии, да? Что тут? Тут ничего не... Вот все видно, все да? на глазах. Теперь вот Андрей Станиславович сказал о том, что вот 3 дня это... Ну, он как врач выступал, с целью да? безопасности, И сказал, да, что в первую это очередь. вот он о здоровье прежде всего думает. А я думаю о том, что это прежде всего проявление демократического процесса, тенденции, углубление тенденции демократии в избирательном процессе нашего региона. Здорово. Можно по Хорошие, поводу да. участия женщин с молодежной Да, точки конечно зрения? же. Если вы посмотрите на соцсети, у кого больше всего подписчиков? А подписчики – это капитал. Ну, конечно, у девушек, у женщин. У них больше всего подписчиков. Они больше там проводят времени. Абсолютно верно. И у них больше потенциал влияния и мобилизации. Вот Да, такой вот совершенно феномен. верно. Это еще пока все не изучено, но я думаю, что это очень интересный объект для исследования. Если взять Инстаграм, посмотреть, сравнить мужчин и женщин по общему, значит, количеству подписчиков, ну, все сразу будет видно. Вот еще один, так сказать, Кого больше знают? Женщину в одном из муниципальных образований. Эта женщина может, то есть, вопросы поднять на уровне муниципального образования, именно те, которые задают ей женщины, и они будут актуальны. То есть вот последний даже вопрос, да, Зельда Рихмановна? Больше того, я хотела бы еще добавить о том, что вообще эту тенденцию, да, действительно надо и анализировать, и, может быть, более детально смотреть. Вот в 90-е годы, когда работал первый парламент после принятия вот, декларации о государственном суверенитете, мы очень много с муниципальными образованиями работали, с руководителями часто встречались. И я помню, что я выходила в зал, где сидели только женщины. Руководители сельских муниципальных образований это были в основном женщины. Потом муниципальные власти принимали законы о самостоятельности, появилась зарплата, и сегодня в руководящих органах уже абсолютное большинство мужчины. И поэтому я хотела бы сказать о том, что да, депутатский корпус муниципалов, другие. Тут вопрос даже не то, чтобы это самоцель, а вопрос в том, чтобы эффективнее решались задачи. И женщины, которые идут вот, в политику и на самом деле имеют вот такой потенциал в лице своих в соцсетях или сторонников, да, в Инстаграме и так далее, чтобы они понимали, на какое государственное дело идут. И, конечно, это же... Просто я сейчас смотрю, думаю, наверное, произошло некое перераспределение не только, значит, во власти, но абсолютное большинство женщин, ведь, которые успешны в бизнесе, в малом, среднем предпринимательстве, в числе самозанятых, это тоже женщины, и поэтому появилось больше возможностей для самореализации женщин, и они в том числе вот выбирают уже сегодня самые разные дороги. Вот так чуть-чуть, да, и женщины сразу захватывают всю... Нет, просто переходить, если на бытовой уровень, действительно, женщине сейчас проще. У нее появилось больше свободного времени, потому что в ее доме все автоматизировано. И всю свою энергию она, конечно же, хочет передать на помощь тем, кто нуждается, рядышком с ней проживающие, те же женщины, воспитывающие детей. И ответственно подходит к этому вопросу. Я хочу немножко ложку дегтя как бы внести в наше это обсуждение. На самом деле я посмотрел статистику, когда поехал на программу, и среднестатистический портрет кандидата в депутаты муниципального уровня – это 30
Андрей 45-45 Станиславович, можно мы лет, как раз к этому хозяйственник вопросу и вернемся местный. после рекламы? Нет проблем. Нет проблем. Уважаемые Хорошо. спикеры, мы переходим на рекламу нашего ток-шоу «Наша республика. Наше дело». Оставайтесь с нами. И вновь я приветствую всех зрителей ТНВ. Вы смотрите ток-шоу «Наша республика. Наше дело». Тема телевизионного эфира сегодня – «Выборы 2020». Продолжим нашу дискуссию. Алексей Сергеевич, ровно через месяц, 3 октября 2020 года, вам исполнится 30 лет. Но несмотря на то, что вы находитесь еще в самом начале политической карьеры, вы уже успели почувствовать на себе жернова муниципальных выборов и почти год являетесь главой Спасского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. Опыт, которому могут позавидовать многие ваши сверстники. Ответственности не боитесь? И какими принципами вы руководствуетесь в своей работе? Ну, ответственности я не боюсь, потому что вот как раз-таки главный принцип, которым я руководствуюсь в своей деятельности, это принцип своего дома, и я глубоко убежден, что к тому месту, где ты живешь и работаешь, и в особенности в сельской местности, нужно относиться как к своему дому. И в этом плане я, конечно же, благодарен всем существующим на сегодняшний момент республиканским программам, которые помогают делать жизнь в сельской местности, на селе значительно лучше и благоустроеннее. Очень активный и депутат, очень активный и лидер. И не то что 30 лет, этот человек уже десятилетия, наверное, является лидером активным всех общественных организаций. И его работа в Бугульминском исполкоме. Ну... Я думаю, что у нас людей именно такого возраста, молодых людей в возрасте до 35 лет, главами муниципальных сельских поселений и муниципальных образований, думаю, что будет больше. И, Виктор Владимирович, выборы 2020 муниципальных образований Татарстана, мы уже начали эту тему, отличают все-таки большое количество кандидатов в возрастной категории от 30 до 40. Мы взяли эту категорию, потому что знаем, что молодых до 35 не настолько большой процент. По наблюдениям в политику идут молодые, энергичные, активные люди. Говорит ли это о том, что в Республике Татарстан эффективно работают социальные лифты, и что молодым везде у нас дорога, и в том числе и в политике? Ваше мнение? Мне кажется, что в муниципалитеты легче выдвинуться технически, и здесь партиям гораздо проще выступать как в роли социального лифта и, соответственно, выдвигать молодых кандидатов. Это хорошая школа, то есть муниципальный уровень – это хорошая школа для молодого лидера. Вот у нас есть замечательные примеры. Да, в республике, где они могут, так сказать, еще не на таком глобальном масштабе, как, например, выборы в Госсовет Республики Татарстан или выборы в Государственную Думу. И, собственно говоря, шансов пройти-то больше. Ближе к населению, легче организовать избирательную кампанию, меньше избирательный округ, да, и даже если речь идет о выборах по списку, и, соответственно, молодежь идет туда. Это нормально, это следствие как сказать, рационального выбора политиков. Поэтому у нас в республике дело с этим обстоит хорошо, и статистика это показывает. Молодежь идет, но она идет, в общем-то, и на выборах, и в Госсовет также. Другое дело, успешно или неуспешно, выиграют, не выиграют, ну, тут же дело другое. Самое главное, да. принять участие, да, опыт. Но это опыт, действительно, нарабатывается команда, собственно говоря, нарабатываются инструменты, механизмы, появляется узнаваемость у человека, и дальше уже этот капитал можно куда-то транслировать. Это нормальная политическая карьера, и здесь мы находимся как бы в русле и мировых тенденций, и российских тенденций. В общем, все идет, так сказать, штатно. Здорово. Единственное, что можно здесь добавить, да, вот я абсолютно, если говорить о лифтах, хотела бы поддержать, что дело даже не в том, что в муниципальных выборах легче участвовать, да, муниципальные депутаты наиболее приближенные к людям. Они более знакомы с реалиями, бытом, они знают глубже проблемы того, что сегодня конкретно людей волнует. Потому что и этот путь, когда вот действительно человек
с первого на второй этаж и так далее поднимается, он гораздо более оправданный, потому что в результате получаем опытного, уже жизнестойкого и человека с представлениями. А если на социальном или другом лифте, на самом деле, особенно сейчас на скоростных, с первого подняться сразу на 10-й, может просто духу не хватить. Головокружение, и, к сожалению, и головокружение может наступить. И, к сожалению, опыт такой есть, даже целыми командами. Вот опыт показывает, но больше мы знаем это по другим примерам, по счастью. Но надо, вот я считаю, что муниципальные выборы – это как раз тот испытательный, можно сказать, полигон для тех, кто серьезно намерен служить людям. Есть ведь серьезный опыт западной демократии, когда привлечение молодежи начиналось именно с территорий. И очень эффективны эти формы, и то, что мы сейчас перенимаем этот опыт, это очень хорошо, потому что это уже практика была такая, меньше ошибок. И цифры подтверждают. Вот 57% всех кандидатов это в возрасте до 50 лет. Да, мы как раз сказали, та самая категория 35-45 лет. Я считаю, что мы идем правильно. Но не надо забывать все-таки, что у муниципальных депутатов, наверное, больше ответственности еще. Вот правильно сказали, Зелена Архимьяновна, что они ближе к тем проблемам, которые есть, но и они ответственность несут за те вопросы, которые поднимаются в рамках предвыборной кампании. Они должны решать. И их, потому что необходимо решать. Да, они к народу поближе, народ там быстро с них спросит. У нас в студии и общественники тоже находятся. Павел Николаевич, важнейший атрибут любой современной избирательной кампании – это проведение так называемых экзит-полов. А как правильно организовать такую работу, чтобы не нарушить права избирателей и соблюсти все требования российского законодательства в выборах? Будете ли вы организовывать экзит-полы на выборах с 11 по 13 сентября? И как нам, и избирателям, получить те данные, которые могут быть? Вы знаете, я юрист по образованию. И экзит-пол – это все-таки социологический инструментарий для выявления определенных общественных процессов, которые происходят. И он уместен, на мой взгляд, уместен только тогда, когда есть четкая программа исследования. И второе – система независимого контроля за проводимым опросом. Видите ли, наблюдатели, наши наблюдатели корпуса, они не могут проводить такие исследования. Этим должны заниматься специализированные социологические службы. Иначе мы из этого процесса наблюдения сразу вырываемся. Мы дискредитируем, получается, гласность, мы дискредитируем процесс наблюдения, общественного наблюдения. И поэтому даже в нашем разработанном нашем корпусе в Республике Татарстан методичка под названием «10 заповедей», мы как раз одним из пунктов указали, что наш наблюдатель должен быть арбитром проводимого процесса. Он, извините, он не должен выходить на улицу и спрашивать, а кому вы больше предпочтение отдаете и так далее. Это некомпетентность какая-то. Хотя, повторюсь, неоднократно за другими движениями мы такое наблюдали. И, естественно, сразу обрабатывали эту информацию, направляли в наш сессионный центр, потому что, повторюсь, этим наблюдатели не должны заниматься. Я хотела бы чуть-чуть прокомментировать по такому инструментарию, поддержать коллегу как экзит-пол. Это действительно очень серьезный инструментарий социологов, и с ним нельзя обращаться вольно. Если мы хотим получить результаты адекватной реальности. Поэтому очень важно, чтобы этим занимались профессионалы. Я понимаю, что это, скажем, дорогостоящее дело или все-таки требует определенных ресурсов. Но если уж мы идем на то, чтобы сделать диагностику, составить прогноз, то я думаю, что надо приглашать профессионалов. И это никак не функционал наблюдателей. Спасибо, Галина Это не общественное начало. Спасибо. И я просто буквально два слова. Мы очень благодарны еще и корпусу наблюдателей, тем ребятам, которые работали на участках, что они во многом позволяют на ранних стадиях вскрывать все фейковые информационные поводы,
которые так или иначе происходят на участках. Они прямо по горячим следам. Мы получаем информацию от наблюдателей, мы видим, что на этом участке не так было, как рассказывают нам в социальных сетях, что-то произошло, а действительно было по-другому. И это их действительно гражданская позиция, и это здорово, что вот такой общественный контроль у нас теперь присутствует в активной фазе на наших избирательных участках. Спасибо, Андрей Станиславович, за дополнение. И я хочу все-таки еще раз попросить вас обратиться к нашим жителям республики. С каким вопросом, с каким ответом, вернее? Все-таки с 11 по 13 мы идем на избирательные участки, и все-таки волнует людей безопасность. Поэтому какие меры безопасности будут предусмотрены на избирательных участках? Выработан ли алгоритм или будет подтвержден ли алгоритм безопасного участия, как был по поправкам в Конституцию? Андрей Станиславович. Уважаемые избиратели, уважаемые телезрители, я могу совершенно с полной ответственностью сказать, что Республика Татарстан делает все, чтобы обеспечить избирательную кампанию и выборы с 11 по 13 сентября на высшем уровне безопасности, эпидемиологической безопасности. Все меры, которые будут приниматься на участках, а это для тех, кто работает, членов участковых комиссий, те, кто работает на участках, это перчаточно-масочный режим, и никуда мы от этого не уйдем. Те, кто придут на участок, это термометрия на входе, это десковрики на входе, это предложение маски в обязательном порядке, перчатки по необходимости. Если человек будет отказываться, мы предложим определенные средства для обработки рук. Это делается не только для вас, это из уважения ко всем, кто участвует в этом процессе. И мы должны понимать, что ваше пребывание на участке должно быть комфортным, должно быть безопасным. И самое главное, что когда вы выходите с него, вы почувствуете, что в данный момент времени это самая безопасная территория. Руководство Республики Татарстан заранее на этой избирательной кампании сделало все, и сейчас все средства индивидуальной защиты уже находятся на участках, на наших территориальных комиссиях. Мы застраховали всех членов территориальных комиссий и участковых комиссий. Это тоже очень серьезная моральная и социальная мера поддержки для людей. И имея такой громадный опыт, как мы приобрели во время голосования 1 июля, я просто убежден, что надо приходить в удобное время, не бояться, чувствовать себя комфортно и сделать тот выбор, который вам подсказывает ваше сердце. Ждем вас на избирательных участках. Кстати, 7400 ребят, они впервые придут голосовать в эти дни, и 303 человека в этот день рождения из этих ребят. Мы тоже их пригласили, всех, персонально, каждого через Почту России, и хотим сделать им сюрпризы на участках. Так что ждем всех на избирательных участках. А у кого будет день рождения в этот день? Сюрпризы обещаны. Сюрпризы. Я имею в виду из тех, кто впервые голосует. Спасибо большое. А хорошее слово, и доброе слово, и внимательное отношение будет для всех. Ну, мы, конечно же, желаем всем членам участковых избирательных комиссий, территориальных комиссий только здоровья и хорошо провести вот эту вот выборную кампанию. Ну, а по традиции я хочу обратиться ко всем участникам нашего ток-шоу «Наша республика, наше дело» и с одним вопросом, который был задан нашим жителям Республики Татарстан. А вы пойдете голосовать? Пожалуйста, Зильда Кипьяновна. Конечно. Буду голосовать я, будет голосовать вся моя семья дружная. И я хотела бы обратиться к женщинам как к самым ответственным избирателям, чтобы на самом деле мы, каждый из нас, могли сказать: проголосовала я и проголосовала вся моя дружная семья. Спасибо большое, Галина Викторовна. Всегда хожу. И с утра. Самый первый, да, пожалуйста. Ну, естественно, схожу, проголосую и как профессионал буду оценивать работу комиссии. Всегда это интересно, как организовано, особенно вот в этих условиях. Но я думаю, что все будет на высшем уровне. Здорово. Алексей Сергеевич. Ну, думаю, всем известна прописная истина, что все познается в сравнении. Часто бываю в других регионах и областях нашей страны и всегда с удовольствием возвращаюсь в родную республику, в родной Татарстан, где очень много происходит улучшений, и я, естественно, их поддерживаю, поэтому обязательно пойду и отдам свой голос. Павел Николаевич. Голосую с 18 лет, и этот год не станет исключением.
Спасибо. У нас вот так вот совпало, я не определил в какой день, но это точно будет обязательно на участке вместе с семьей, в праздничной обстановке, торжественно и очень имея хорошее отношение к своей республике, к своему родному краю и ко всем тех людям, которых я буду выбирать на этих выборах. Я тоже хочу ответить, то, что я пойду голосовать, потому что это мне заложили с детства мои родители. Это был семейный праздник, прийти на избирательный участок и отдать голос за того кандидата, на которого действительно возлагаем мы надежды. Ну а я благодарю моих коллег, участников программы за яркие выступления, за конструктивный диалог. И в следующем выпуске ток-шоу «Наша республика. Наше дело» мы поговорим о внутреннем туризме в Татарстане и пригласим в большую студию ТНВ представителей профильных ведомств, общественных активистов, путешественников, краеведов, словом, патриотов Татарстана, любителей красот и достопримечательностей родного края. До встречи в четверг, 17 сентября в 22:10. С вами была Людмила Рыбакова. До свидания.